Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Джибек Дугалеева. Сегодня в программе. Боевики ИГИЛ опять сбили российский боевой вертолет из американского гранатомета. Армия Асада тем временем все-таки смогла взять в кольцо мятежный город Алеппо. Здесь нет воды, нет электричества и ничего. Они хотят заставить нас покинуть наши дома, но мы не уйдем. Несмотря на заявление Эрдогана, участие в атаке на аэропорт Стамбула жителей Центральной Азии пока не подтверждено. Зато точно известно, что как минимум один из террористов был с Кавказа. Семья очень хорошая. Я бы сказал, что один из лучших семей. Воспитанные были они. Самый гибкий человек Казахстана вернулся домой после 30 лет работы в лучших цирках Европы. Теперь он будет учить своему ремеслу детей в Алма-Ате. Но сделать номер нужны деньги. Это как бизнес открыть. То же самое. С чего начали, тем и закончили. Португальские болельщики разгромили центр Парижа, празднуя победу на Евро-2016 сборной своей страны. Чемпионат уже вошел в историю самыми массовыми драками фанатов. Впервые за 30 лет бык убил матадора на корриде в Испании. В стране снова заговорили о запрете этого древнего кровавого развлечения. В Сирии боевики ИГИЛ опять сбили российский вертолет. Оба пилота погибли. Это были Евгений Долгин и Рефигат Хабибулин. Видео опубликовано самими джихадистами. Вертолет был подбит в районе города Пальмира, недавно отбитого у ИГИЛ. Исламисты неоднократно пытались вернуть город обратно, но каждый раз им мешала российская авиация. Очень хорошо видно, как по воздушному судну несколько раз стреляют из американского противотанкового комплекса «Тау». Примерно на третий раз джихадисты попадают в хвост машины. Возможно, что пилоты все-таки до конца пытались посадить вертолет. Но машина под крики снимающих «Аллах Акбар» падает и взрывается. При этом рядом кружит другой экипаж ВВС России. Военные возвращались после атаки на крупный отряд боевиков в регионе. Отстреляв весь боекомплект, они летели обратно на базу. Российское министерство обороны утверждает, что пилоты летели на устаревшем Ми-24 сирийской армии. Однако источники в военных кругах подтверждают информацию, что был сбит новейший МиГ-35. Это не первый случай уничтожения российских вертолетов при помощи американских противотанковых гранатометов. В ноябре 2015-го боевикам удалось уничтожить стоящий на земле российский Ми-8, который участвовал в поиске пилотов сбитого Су-24. Вы видите кадры, как американская противотанковая ракета попадает в вертолет. Во время этой атаки погиб российский военный. Обычно российские военные в подобных ситуациях проводят атаки возмездия. Вот и на этот раз источники в Минобороны страны не исключают, что, возможно, по боевикам будет нанесен мощнейший удар всеми имеющимися у России средствами. Рассматривается применение корабельных крылатых ракет и стратегической авиации, как это было в ноябре прошлого года, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24, а протурецкие боевики убили пилота и взорвали вылетевший на его поиски вертолет. Вот кадры одного из ударов возмездия. Однако на этот раз применить крылатые ракеты будет непросто, так как россияне обязаны соблюдать договоренности с американцами о перемирии. Не исключено, что возмездием займется российский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», который сейчас выдвинулся в восточные регионы Средиземного моря. На его борту находится авиагруппировка из более чем 30 современных самолетов. Возможно, они и будут мстить ИГИЛ за убитых пилотов. Тем временем армии Башара Асада все же удалось окружить мятежный город Алеппо. Как сообщают сирийские повстанцы, правительственные войска взяли под свой контроль высоты, с которых артиллерия полностью простреливает единственную, связывающую с внешним миром, северный район Алеппо дорогу. В котле оказались не только исламисты из Джабхат ан-Нусры, но и ориентированные на США повстанцы. Вы видите кадры агентства Рейтер, на которых сирийская артиллерия и танки ведут огонь по стратегической дороге. Теперь, когда кольцо вокруг Алеппо почти замкнулось, счет для обороняющихся в городе разнообразных группировок пошел фактически на дни, а может быть и на часы.
А это видео, собственно, из городских кварталов, через которые проходит дорога. Напомним, что этот крупнейший город Сирии уже несколько лет разделен на две части. Южную, подконтрольную Асаду, и северную, где обосновались многочисленные мятежные группировки. От самых радикальных исламистов из ИГИЛ до умеренных отрядов из демократической оппозиции. До прошлого года фактически в окружении находилась южная проправительственная часть Алеппо. С вступлением России в сирийскую гражданскую войну ситуация радикально изменилась. Защитники города, между тем, заявляют, что готовы отказаться от всех предложений по перемирию. Здесь нет воды, нет электричества и ничего. Они хотят заставить нас покинуть наши дома, но мы не уйдем. Мы сопротивляемся, но мы хотим военного решения, и мы готовы ко всему. Власти Турции так и не предоставили центральноазиатским странам доказательств участия выходцев из региона в атаке смертников на аэропорт Стамбула. Несмотря на то, что турецкий президент почти однозначно об этом заявил на прошлой неделе. Администрация президента Кыргызстана официально заявила, что у них в распоряжении по-прежнему нет ни одного документа об участии кыргызстанцев в этом теракте. Зато есть точная информация о том, что как минимум один россиянин был в числе смертников. Это выходец с Северного Кавказа Раким Булгаров. Его родственники и соседи из Карачаева-Черкесии до сих пор не могут поверить в то, что тихий молодой человек мог совершить такое кровавое деяние. Отец здесь был, ему очень неудобно это слышать даже. Не хочет показываться даже. Неудобно ему очень. Семья очень хорошая. Я бы сказал, что один из лучших семей. Воспитанные были они. Как это получилось, я не знаю. Я просто вчера спрашиваю супруги, как они не знали, что он уехал туда. Я в начальных классах, я его не учила. Ну, все удивляются, как он такое мог сделать. И даже родители не в курсе. Родители такие трудяги. Между тем, в России после отмены антитурецких санкций продолжается ажиотажный спрос на отдых в Турции. Туроператоры фиксируют шквал запросов на путевки, пока цены на них высокие из-за нехватки чартерных рейсов, но это, похоже, никого не смущает. Подробности в репортаже Беаты Бубенец. Телефон в офисе туристической компании звонит не умолкая. Россияне интересуются вновь появившейся возможностью отдыха на турецком побережье. Только за последнюю неделю было продано около 7 тысяч путевок. Однако, по словам работников турагентств, это небольшая цифра по сравнению с прошлыми годами, когда ежемесячно в Турцию уезжало отдыхать около 600 тысяч россиян. Туры в Турции сейчас дорожают, причем очень активненько. Причина высоких цен в том, что авиаперевозки пока осуществляются на регулярных рейсах. Чартерные рейсы, несмотря на публичные заявления российской власти, еще не возобновились. Разрешение на выполнение чартерных рейсов пока не получено, поэтому в основном продажи идут по высвободившимся емкостям на регулярных рейсах. А это, в общем, определенная цена, чуть, может быть, дороже, чем могла бы быть. Точная дата возвращения чартерного авиасообщения между Россией и Турцией пока неизвестна. На сегодняшний день не снят еще запрет. После этого идет обращение авиакомпании непосредственно в Росавиацию. Там эта комиссия собирается раз в месяц, обычно традиционно это 3-я декада каждого месяца. На рассмотрение этого вопроса отводится по регламенту 2 месяца. Помимо бюрократических сложностей, есть другая причина задержки возобновления чартерных авиаперевозок. Российская сторона ждет гарантии безопасности для своих граждан во время отдыха в Турции. Скажу честно, вот кошмар, который у меня в голове стоит, который я хочу убедиться, что он не состоится. Потому что приехали наши туристы, но как в Тунисе, выбежали автоматчики, игиловцы на пляж, и там всех постреляли наших. Вот нужно убедиться, что вот этого не произойдет. Я в Турцию не поеду. А почему нет? Потому что я поеду в Крым. Возвращение отдыха на турецком побережье может ударить по российскому туристическому бизнесу, который из-за отмены турпоездок в Турцию переживает сейчас бум популярности. В Анапу ездили, мне нравится. Я с границы не ездил. В этом году здесь, в России. А почему? Финансовый кризис. В России, конечно, в России. Краснодарский край. Там буду отдыхать. В Краснодарском крае, в России. Почему? Дома. Все. А вы слышали, что сейчас можно ездить опять в Турцию? Слышал. Угроза безопасности. Нет никакого желания ехать туда, где гремят взрывы. По данным Федерального агентства по туризму, увеличение внутреннего турпотока России в этом году составило рекордные 15%. Беата Бубенец, Москва, для настоящего времени. Наши казахстанские коллеги с радио «Азатык» попытались разобраться в недавней истории с ликвидацией террористической ячейки недалеко от города Балхаш. В
В конце июня казахские спецслужбы сухо сообщили о самоподрыве одного из членов ячейки. Жаксылык Махмутов, по их версии, подорвал самодельное взрывное устройство во время спецоперации. В деревне, где жил 27-летний казахстанец, побывали мои коллеги. Дом, где жил Жаксылык Махмутов, который, по версии спецслужб, взорвал себя при антитеррористической операции, стоит запертым. Соседи говорят, что мать Жаксылыка выехала в Балхаш за телом сына. В небольшом селе Гульшат, где все друг друга знают, неохотно рассказывают о том, что случилось 26 июня. Приехал ОМОН, окружили, столько машин, ГАИ, микроавтобус. Один автобус приехал. Из Караганды тоже приехали, дом окружили. Нам даже в туалет не давали выйти. Когда выходили, нам приказывали зайти внутрь. 26 числа приехали, целый день были здесь, до следующего обеда. Сельчане говорят, что Жаксылык Махмутов жил некоторое время в Балхаше, где общался с молодыми людьми, которые якобы придерживались других религиозных взглядов. Мать опасалась за судьбу Жаксылыка, рассказывают соседи. Он говорил матери, чтобы она читала намаз, поставил ее на путь ваххабитов. Мать его, когда в гости ходила, плакала там. Она говорила, что боится за него, как бы он не вляпался во что-то. По словам сельчан, Жаксылык Махмутов рос на их глазах, и ничего особенного в его поведении они не замечали. Мы не понимали, что происходит. Узнали уже после случившегося. До этого не знали, кто чем занимается. Здесь говорят, что есть ваххабиты. Мы не знаем, кто там ваххабит, кто из них кто. Некоторые СМИ после сообщения о самоподрыве мужчине в Гульшате писали, что радикальная группировка якобы планировала атаки на российские военные объекты близ Балхаша. В акимате Балхаша говорят, что это все слухи. Я не могу сообщить сведения о том, на каких объектах они планировали заложить взрывные устройства. Я думаю, что представители органов внутренних дел и КНБ ответят на эти вопросы. Подтверждения документального нет, это слухи. Силовые структуры сообщили, что после спецоперации 26 июня в Балхаше и селе Гульшат задержали 13 человек. 6 из них взяты под стражу. Спецслужбы заявили, что события в Карагандинской области не имеют отношения к вооруженным атакам в Актобе, где в начале июня погибли 4 местных жителя и 3 военнослужащих. Айнур Алимова, Асылхан Мамашева, Азаттык ТВ. Далее в программе. С чего начали, тем и закончили. Португальские болельщики разгромили центр Парижа, празднуя победу на Евро-2016 сборной своей страны. Чемпионат уже вошел в историю самыми массовыми драками фанатов. Впервые за 30 лет бык убил матадора на кориде в Испании. В стране снова заговорили о запрете этого древнего кровавого развлечения. Самый гибкий человек Казахстана вернулся домой после 30 лет работы в лучших цирках Европы. Теперь он будет учить своему ремеслу детей в Алма-Ате. Но сделать номер нужны деньги. Это как бизнес открыть. То же самое. Болельщики сборной Португалии после победы их команды в финале чемпионата Европы практически разгромили центр Парижа. Все начиналось как мирные гуляния, закончилось поджиганием мотоциклов и автомобилей. Некоторые даже подрались с полицией. Вы видите кадры разгона полицейскими толпы португальских фанатов. СМИ сообщают, что они забрасывали полицейских камнями, стеклянными бутылками, пластиковыми ограждениями и даже кидали в полицейских мощные петарды. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ. А это горящие мотоциклы в непосредственной близости от Эйфелевой башни. Напомним, что чемпионат Европы начался с массовых драк российских и английских футбольных хулиганов в Марселе. В результате трехдневных столкновений были ранены и даже погибшие. Теперь можно уверенно говорить, что нынешний чемпионат вошел в историю не столько виртуозной игрой футболистов, а сколько побоищами их фанатов между собой и с французской полицией. Внешних военных угроз для Литвы больше нет. Такие выводы сделали власти страны по окончанию Варшавского саммита НАТО. Почему Балтийской республике больше нечего опасаться, выяснял наш специальный корреспондент Денис Тарасенко. Саммит НАТО по своим решениям не стал сенсационным. Все шаги оговаривались еще до встречи в верхах в Варшаве. Однако в Литве его все равно называют переломным. Подводя итоги, руководители государства подчеркивают важность развертывания в странах Балтии и Польши батальонов союзников. При этом формулировка «на ротационной основе» воспринимается несколько иначе. Учение и дислокация войск будет регулярной, а значит, можно говорить о постоянстве. Пусть это всегда будут и разные составы на основе ротации. Но самое главное, что иметь вот этот сам механизм
И если мы не употребляем такое понятие, как постоянная дислокация, но постоянно меняющиеся, скажем, эти усилия, они имеют, конечно, очень большое значение. Этого мы и добивались. Ну и хотим дальше, после саммита в Варшаве, продолжать в этом же духе, усовершенствовать процесс приема решений, поскольку нужно это делать более эффективно, обсуждать, какие, скажем, полномочия будут у военного руководства. Президент Литвы Дарья Грибаускайте и вовсе заявляет, что бояться стране больше нечего. Поэтому, по ее словам, можно даже начинать разморозку диалога Россия-НАТО. Без сомнения, мы должны согласиться с возобновлением диалога, обновлением контактов, которые никоим образом не могут заменить потенциал сдерживания и усиления безопасности, а должны идти как дополнительный инструмент, чтобы полностью не закрыться и обезопасить себя от различных инцидентов. Другой итог саммита – прекращение эмоциональной риторики, утверждают в Литве. От соревнований в ярких метафорах Альянс перешел к конкретным просчетам и анализу рисков, оборонительным планам, верстке бюджетов. На упомянутый диалог Россия-НАТО, даже признавая его необходимость, рассчитывают не сильно. Пока главная задача – создать инфраструктуру для принятия порядка 1000 солдат из батальона, которым будет руководить Германия. Вместе со своей военной техникой они прибудут в Литву уже в конце этого года. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Варшава, Вильнюс. Отцовские традиции и передовые технологии. Грузинские фермеры доказывают, что одно другому не мешает. Все больше консервативных виноделов обращаются за помощью к современным технологиям при выращивании винограда и изготовлении вина. Мой коллега Зият Мчедлишвили побывал на одной из таких ферм. Арчил Лобжанидзе, директор одного из крупнейших грузинских винных хозяйств, почти ежедневно посещает свои виноградники, раскинувшиеся в живописной долине в регионе Кахети. Однако осмотр ровных рядов, их в Грузии называют планами, скорее привычка и своеобразная дань традиции. Теперь за виноградниками можно следить дистанционно. Вот, например, у нас здесь есть специальный аппарат. Он действует в радиусе 5 километров, то есть по всей территории, на которой раскинуты наши виноградники. Аппарат передает нам всю необходимую информацию о том, сколько выпало и сможет выпасть осадков, какова влажность воздуха, о количестве солнечных часов, ветре и так далее. Все это дает нам возможность безошибочно регулировать операции по обработке винограда. Это значительно сокращает расходы, и виноград получает меньше химикатов, что, безусловно, сказывается на качестве продукции. Сам винзавод разместился на территории, где после Второй мировой войны располагался лагерь для военнопленных немцев, а затем академгородок. Теперь здесь делают вино, в производстве которого используют современные технологии. Лобжанидзе рассказывает, что машины, в том числе IT-системы, по мере возможности заменяют человеческий труд как в винограднике, так и на самом заводе. В год мы выпускаем до 1,5 миллиона бутылок вина. Мы производим вино как из грузинских, так и европейских сортов винограда. Почти 100% продукции уходит на экспорт. Между тем, использование инновационных технологий, в том числе системы точного земледелия, далеко не всем по карману. Фермер Нодар Наниев производит вино по старинке. Вместо систем климат-контроля и анализа почвы, контроля за обработкой плодов и датчиков влажности он применяет отцовские методы. Опрыскивает и поливает виноград, что называется, на глаз. С помощью интернета мы узнаем примерный прогноз погоды. К слову, ждать дождя или нет. Ну вот, например, система, которую используют крупные винодельческие компании, определяет погоду точнее. Многие фермеры берут эти данные у заводов. Во всем остальном, конечно же, приходится полагаться на себя и на отцовский опыт. Однако есть виноделы, которые принципиально не используют инновационные технологии, так как считают, что настоящее грузинское вино изготавливается только традиционным способом, без каких-либо там датчиков и систем анализа. Президент Ассоциации сомелье Грузии, винодел Шалва Хецуряни, такой подход считает неправильным. Ручная сборка, говорит он, далеко не всегда означает качество. Тот же квеври, например, его какое-то время назад не покрывали воском изнутри. Сейчас покрывают. Без него практически невозможно себе представить, например, сегодня виноделие в квеври, да, просто заливать в глину. Но когда-то нашими предками было принято такое решение. Да, тогда тоже это было технологически инновационно. Но сейчас же никто не говорит, что нельзя было это делать тогда. То есть я думаю, что знание – это всегда свет. И не нужно этого света бояться. Эксперт в сфере виноделия Хецуряни считает, что фермеры не должны отказываться от образования и сторониться международного опыта, но, разумеется, сохраняя при этом собственные традиции. Другое дело – материальная сторона вопроса, так как далеко не все виноделы, желающие опробировать новые технологии в своих хозяйствах, в состоянии приобрести необходимые системы.
Возможно, потому точное земледелие в Грузии пока больше исключение, нежели тенденция. Зуят Мчедлишвили, Давид Симонишвили, специально для настоящего времени, Грузия, Тель-Авив, Тбилиси. В Испании во время корриды погиб Матадор. Трагедия транслировалась в прямом эфире. Свидетелями гибели 29-летнего Виктора Баррио стали сотни тысяч человек. На трибуне в это время находилась его жена. Вот кадры того, как бык сначала повалил Матадора на землю, а потом нанес несколько ударов рогами. На арену сразу выбежали участники шоу, они отвлекли животное, чтобы медики смогли забрать Тореадора, однако спасти его уже не удалось. Это первый за последние 30 лет случай с летальным исходом в корриде. Всего с 1985 года в Испании погибли 134 Тореадора. Следующее представление с быками перенесли на сутки, оно начнется с минуты молчания. Свои соболезнования семье Виктора Баррио выразил премьер-министр Испании. Один из самых известных циркачей Казахстана, Беркин Балатов, решил сменить свою профессию. Представитель очень редкого жанра каучуковой гимнастики теперь хочет попробовать клоунаду. Прежние занятия требуют большой гибкости и подвижности. С годами, по его словам, эти навыки теряются. Впрочем, Беркин Балатов до сих пор с легкостью совершает даже самые сложные трюки. Дмитрий Беляков встретился с артистом. Вы себя удобно ощущаете? Да. Оп-оп-оп. Алма-атинец Беркин Булатов – цирковой артист очень редкого жанра. В Советском Союзе таких как Беркин называли клишниками. Сейчас больше в ходу понятие каучук. Это означает, что артист способен придать своему телу практически любую форму. Я, наверное, уже устал, потому что уже действительно сколько занимаешься, сколько лет уже. Я говорю, 30, какой 30? 33 года. С 3 лет папа уже начал заниматься. Беркин из цирковой семьи. Его отец в раннем детстве начал подбирать подходящее призвание сыну. И внимание привлекла невероятная гибкость ребенка. Беркин начал выступать с родителями. Номер 3-летнего гутоперчивого мальчика вызвал интерес у иностранных цирковых агентов. И Беркину предложили выступать в Польше. С тех пор клишник более 20 лет выступал на аренах известных цирков Англии, Чехии, Бельгии, Нидерландов и Франции. Контракт с крупным европейским цирком – большая удача и тяжелый труд, говорит Беркин. Приходится отдаваться по полной, давать в неделю большое количество представлений и постоянно находиться в разъездах. Но и заработок того стоит. Здесь мы получаем за месяц зарплату, которую я говорил, что типа за репетицию. А там получаешь за выступление, за каждое. И получается, если 20 представлений в месяц дашь, уже получается 20 раз больше получаете. Гастролировать за границей артист больше не хочет. Он осел на родине, создал семью и сейчас работает в алматинском цирке. Беркин говорит, что его искусство в Алма-Ате пока еще востребовано, но говорит о будущем очень осторожно. Он уже 2-й год преподает в цирковом колледже и отмечает, что поток молодых артистов уменьшается, а придумать и притворить в жизнь качественный сольный номер получается у единиц. Чтобы сделать номер, нужны деньги. Это как бизнес открыть. То же самое. Маленькие деньги, конечно, смотря какой там, даже какой-то обычный красивый стол заказать, нужны опять же деньги, реквизит. Реквизит нужен, костюмы. Ну, это музыка, постановка. Это, опять же, надо вкладываться. И опять же, наверное, к этому от этого и отталкивается, что нету денег. С возрастом связки Беркина стали менее эластичными, и сейчас он готовится к смене жанра выступлений. Он хочет пойти по стопам своего отца и попробовать себя в клоунаде. А дело артиста будут продолжать его дети. С дочерью и сыном Беркин намерен заниматься сам и передать им все секреты мастерства. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте karenntime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.